Площадка для тех, кто в поисках работы мечты или в ближайшее время избавиться от статуса безработного, заработала ровно в 10 часов утра. Свои вакансии по разным направлениям потенциальным соискателям предлагают работодатели крупных региональных торгово-промышленных предприятий. Это более 1500 мест, 900 из которых в республике, 600 за пределами. Слесарь, электрик, инженер, сварщик, медицинский работник, токарь, машинист, бухгалтер, швея и не только. Вакантные места на ярмарке сегодня предлагают 28 предприятий региона. Среди них птицекомплекс «Южный», завод по изготовлению автоприцепов, «Реак», сад «Гигант». У каждого свои условия. Мы предлагаем разные рабочие специальности. Кроме того, агрономы нам нужны, технологи по хранению фруктов. Сварщик, инженер, слесарь, механик и производитель работ. А какую заработную плату вы готовы им предоставить? Ну, у каждой вакансии разная заработная плата. Ну, в каждой должности разная заработная плата. А максимальная? 1300 рублей в день. Ярмарка с утра собрала сотни людей. Шанс подать заявку есть у каждого. Заполнив анкету, соискатели сразу попадают в кадровый резерв. Хайрудин Бекбузаров – студент 3-го курса аграрного техникума. Обучается по направлению электромонтажа в поисках работы по своей специальности. Хотелось бы желательно по своей профессии электромонтером могу работать. А так профессию тут было очень много, разнообразия. Например, что тебе приглянулось? Работа в сад-гиганте, есть электросети наши местные. Очень хорошие вакансии для работы. С кем-нибудь уже договорился? Куда планируешь пойти на собеседование? Да, с нашим местным электросетью Малгобекским. Планируем там устроиться, поработать с ними. Также в поисках работников предприятия, которые только должны запустить производство или возобновить свою деятельность. Например, завод по производству детских гигиенических средств «Вестбренд». Рабочие места предлагают уже реанимированные и успешно функционирующие объекты. Обувная, швейная фабрики. В каждой свои преимущества. Сегодняшний день у нас есть надобность опытных швей с работы. Также мы на сегодняшний день представляем вакансии технолога, также закройщика, также механика-наладчики профессиональные с опытом. Вакансий швей, например, у нас, в принципе, так сказать, сколько продуктов, можно сказать, столько возьмем. Посетил ярмарку вакансий глава Ингушетии. Создание новых рабочих мест путем реализации инвестиционных проектов, снижение уровня безработицы, повышение квалификации кадров. Одни из приоритетных задач, которые с первых дней руководства ставит перед собой глава региона. Махмуд Али Калиматов обратил внимание собравшихся и на важность заключения трудовых отношений согласно законодательству и создания благоприятных условий для работы людей. Одной из главных проблем высокой безработицы остается большой процент неформально занятых. Сегодня у нас в республике мы стараемся сделать так, чтобы была работа. Но для этого нужна квалификация, знания, стаж. Для этого надо, чтобы работодатели, они здесь присутствуют, понимали так, что почему сегодня у нас есть рабочие места, я это говорил и буду повторять, потому что не доверяют работодателям. А не доверяют почему? Потому что не оформляют официально, трудовой нету. И выгодно работодателю. Понимаете, я призываю, если вас официально на работу не устраивает, развернитесь и не давайте этим товарищам, которые зарабатывают на людях. То есть он понимает, что если он устроился официально на работу, что человек по трудовому кодексу имеет право. Отпуск, пожалуйста, больничный, социальные какие-то выплаты детям, семье, в последующем социальный пакет, получение пенсии и дальше. И если человек хочет, если он вышел рано на пенсию, то он может в последующем и сам сегодня дополнительно устроиться и получать дополнительно, если он хочет. Никому не запрещено. В некоторых отраслях есть, что и пенсию платят, и он работает. Но надо для этого специальность иметь. Я к молодежи обращаюсь.
Вы знаете, у нас не хватает простых слесарей, инженеров, электриков, чтобы были на «ты» с компьютером. У нас этого не хватает. Надо воспитывать айтишников. Мы сейчас центр в школах, мы уже создали там и точку роста, и целые классы. Но каждый должен, вы же на клавиатуре сидите, ну не сидите так просто. Идите курсы заканчивайте, в университет, в колледж, если нужно. Нам нужны специалисты. Нам нужны. И сегодня у нас есть вакансии. Сегодня вот работодатели, которые здесь собрались, нужны. Говорят, как шло. Слушайте, ну я начинал, каждый, наверное, здесь моего возраста начинал, конечно, изначально, но ты набираешься опыт, тебе квалификация повышается, и тебе предлагают повышение и в материальном, деньгами и остальными. Но сегодня прийти и сказать изначально ученикам, чтобы тебе платили там деньги, ну, я не знаю, до 20 тысяч платят. Но вы поймите правильно, сегодня в учреждениях некоторых много получает там 15, 17, 20 тысяч. Понимаете? И почему-то они с работы не уходят. Что бы вы ни говорили, сун хохош харцуи аздолгача. Если я узнаю, кто-то по родственному или без квалификации кто-то работает, не верьте. Если я это узнаю, не будет. Ни начальник работает там, никто. Я знаю многие нюансы. Но я хочу, чтобы вы понимали, глава с я только одного хочу. Заслужил, получи. У нас сегодня текучесть кадров до 40%. Вы можете представить это? Вот у нас птицекомплекс, да? Новейшие технологии, да? Кто был там, не знаю, Молговек. Текучесть 40%. Любое предприятие возьмите, текучесть 40%. С обувной фабрики с других стран приехали, с других, понимаете? Если брать Реал, там специалисты с других регионов. Я почему говорю, технические специальности надо получать, технические. И поэтому сегодня, когда работодатели говорят, вы должны спрашивать все тонкости. Второе, я узнал, некоторые обещают, там, транспорт будет привозить, отвозить, а потом, когда повозят 2-3 раза или 10 раз, ну, то бензина у них нет, я не знаю что, но такие до меня доходят факты, что вот эти вот наши хорошие специалисты в области бизнеса, они то ли экономия у них, то ли еще что-то. Условия создайте, если вы обещаете. У нас есть, да, я знаю, что там вот транспорт наладить. Кстати, швейная фабрика здесь, я вижу, да? Вот берите, там готовы, приезжать. Приезжать готовы. Но еще раз подчеркиваю, транспорт, вы знаете, очень и очень подводите у людей. А так вы халсаки, мол, война, вещере, ну селе, сейрин арен, она не может там стоять на полустанке. Она же не будет сактяхтили, чего ж валет, мар валет, и салат училась. Слушайте, обеспечьте их, логистику наладьте. И в этой части Министерство промышленности и транспорта мною дано еще указание. Логистику пассажирского транспорта по нашим работающим объектам, чтобы там остановки и чтобы там четко было написано, во сколько и как. И министр транспорта будет за этим следить, чтобы эти автобусы тоже, мы тоже там, правительство не только там бизнес, но и мы будем, мы составим, и там должно быть на остановке, а я сделал 10 автобус, и должно быть удобно. Удобно. И транспорт кое-какой не покупайте. Слушайте, вы накушаетесь, успеете. Вы бизнесмены. Понимаете? Эггар Халгай, который тут трудится человек, он должен комфорт иметь. Он должен приехать, покушать, уехать, условия вы создайте.
цао плачут. Потому что я знаю, что некоторые, ну, духамдивы, халсака, тылатыш, духамдивы. Потому что некоторые у нас свадьбы, тавагвес, и женщину, значит, приходится ей везде бывать. Ну, слушайте, но если вы на работе, ну, уважу я вас там, любая ситуация. Я говорю, почему вот то, что я знаю и слышу, и беседую с людьми. Но если на работу пришел, надо же просто сказать, что, слушайте, вам транспорт, это особенно спрос будет, если будут жалобы, это уже я с бизнеса спрошу и с работодателей, потому что эти все вещи. Второе, у нас же есть возможность, специалисты вот работают в университете, там готовят специалисты. У нас вот сад-гигант, да? Но заключите колледжи, приедешь, нарисуй так, что специалисты у нас есть, то все 5 десятков. Слушай, пересмотрите специальности, заключите соглашения, договора с колледжами запишите, соглашение напишите, что вы обязуетесь специалистов поставлять тех на наш рынок труда, которого нужен нам. Зачем вы готовите ненужных специалистов? Нам сегодня нужны, я вам говорю, технические специальности. Чтобы человек, мы электрика, технолога приглашаем чуть ли не с Хабаровска. А все юристы, экономисты, я не в обиду, я сам юрист, я к тому, что мало быть юристом, надо уметь правоприменительную практику, а она просто не получается. Юрист вояхаш. И еще одна есть, я к молодежи обращаюсь, но не надо 2, 3, 4 вуза кончать. Слушайте, приходит молодой человек на работу, вот я с ним беседую, он говорит, я смотрю, он поступил 21 год, 22, один вуз закончил, 23, 24, второй вуз закончил, потом он третий закончил, к 30 годам, ай бог бишь масхару. Ты когда работал-то? До 30 лет. Ты учился. И то, я знаю, первый вуз еще можно осилить, там, свежесть, молодость, там, это. А последующее, это просто сказать, что у меня 3-4 вуза. Кладет книжку и говорит, какое образование юж? Да зачем ты мне нужен? Ты зачем нужен такой великий? Я понимаю, если ты в науку пошел потом, обязательно нужно, хоть 10 заканчивай их. Я знал людей, которые кандидатскую защищали в 7 областях науки. Я знал таких. Ну иди тогда, преподавай, лабораторию, изучай, науку продвигай нашу. А так зачем? Ну, одну специальность. Стань таким профессионалом, таким сильным. Ну почему нельзя? Ну, обувная фабрика. Вот сейчас вот заказы пошли. Я все говорю обувное это. Ну слушай, берут в один день 39, да, человек. Встали и ушли. Слушай, был Хамин ведь. Ну спросите родителей, ну хотя бы дедушку, бабушкой. Вы думаете, мы хуже, что ли? Да мы работали, приходили, работали. Наносной душой. Справедливость Юац Хамди, вот Рострудинспекция здесь, вот, плохо, что его нет. Он должен на каждое предприятие, организации беспрепятственно проходить и спрашивать, значит, вам выплаты делают, зарплата не маленькая, условия вам создали, это его работа. Много органов, надо знать свои права. А права надо изучать, надо смотреть. Поэтому сегодня я рад, что у вас много. Вы пришли сюда. Но я хочу сказать, если вы хотите специально сменить, то можно переучиться. Я знаю людей некоторых молодых, которые 10-15 лет вообще не работают. А жена работает. Да, пособие у нас. Но они в любой момент могут исчезнуть. Эти пособия. И тогда остается без стажа работы. Ничего нет, ни у матери, ни у отца.
В ходе выступления глава дал поручение Минтрансу совместно с предприятиями решить вопрос перевозки работающих граждан, рассмотреть возможности установки остановок и необходимых знаков. Далее Махмуд Али Калиматов пообщался с работодателями. Если вы не будете знать своих работников, чем они живут, если больной, там, лекарство, можешь какую-то там выплаты делать, например, льготное лекарство, значит, Минздравом говорит, значит, направить письмо от руководства. Она не получает, приходится покупать. Только хамаш дешмантович. Ну, вы не знаете, я не всех, но вы не вникаете в суть вот этих вот задач и проблем. Вы говорите, да, нет Бердале, Бердале, еще Бердале. Или молодой человек работает, у него вообще он не женатый, это ли девушка. А вы говорите, 25 тысяч долларов, 35 тысяч долларов. А я рядом стою, работаю, вот Бердалыш. Еще муж не работает. Она что должна? Текучесть? Да, чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть или есть? Чуть-чуть есть. У них вторая очередь когда? Вторая очередь. Олег Борисович, что у нас с психологом? 320 человек мы сейчас работаем. Нет, я имею в виду вторая очередь. На этой неделе должно быть решение кредитного комитета, все по банку. После этого... Это реально для них? А? Сдали уже, остался документ, это анализ. Мне нужно, чтобы вторую очередь справку составили. Организатором ярмарки вакансии выступает Министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии. Главная цель – гражданам оказать содействие в трудоустройстве, а работодателю в подборе подходящих кадров. Основная масса всех более крупных работодателей, для которых нужны работники и ищут они этих людей, мы пригласили. Я так думаю, что какая-то информация до граждан дошла, потому что работодатели с собой принесли и раздаточный материал, и информацию о вакансиях, и контактные данные. Поэтому, я думаю, какая-то роль наших работодателей была основной ролью в данном мероприятии. Также на ярмарке предлагают ученические места. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» у жителей есть возможность бесплатно пройти обучение, повысить квалификацию, сменить профессию и трудоустроиться. Есть разные программы, их 256, общее количество образовательных программ. Это первая программа у нас в образовательном учреждении РАНХИКС, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Томский государственный университет и WorldSkills Россия. Это Цуровский колледж. Вот по этим направлениям у нас проходит профессиональное обучение. Активное участие на площадке свободных вакансий принимают колледжи, техникумы и Государственный университет республики. Ни для кого не секрет, что Ингушский госуниверситет – это та площадка, которая выпускает огромное количество различных специалистов различных направлений. И сегодня мы проводим такую вот, можно сказать, коллаборацию между работодателями и соискателями. Практически все представленные сегодня организации являются нашими работодателями. То есть у нас есть уже договоренность в виде соглашений, в виде договоров. Участие в ярмарке принимают представители министерств и ведомств региона. По любым интересующим вопросам присутствующие могут обратиться к представителям Минтруда, которые готовы помочь в подборе вакансий, проконсультировать, направить к интересующим компаниям. Предложения для соискателей поступают сегодня и от молодых компаний по недвижимости, представителей туристической отрасли. В сфере туризма Республика Ингушетия только развивается, и поэтому на сегодняшний день нам срочно требуются экскурсоводы в первую очередь, затем уже менеджеры турагентств, туроператорской деятельности, администраторов гостиниц. Получается, в основном привлекаем студентов с образованием, которые получили вне республики. Какие требования к кандидату и какие условия вы готовы ему предложить? Высшее образование, энтузиазм и жизнерадостность. Условия предлагают и несколько гостиниц, получается. Это курорты Ингушетия, Арамхи, это Артис Плаза, ну и Комитет по туризму Республики Ингушетия ищет экскурсоводов с высшим образованием. Подобрать для себя подходящую профессию и трудоустроиться ингушским безработным помогает и Комитет по делам молодежи. В основном наше направление идет на временное трудоустройство и взаимодействие со студентами, чтобы они трудоустраивались в свободное каникулярное время. Но с своей стороны также стараемся и обеспечить постоянное трудоустройство совместно с Министерством труда. Всего ярмарка собрала несколько сотен людей.
людей, и большая часть среди них – неработающая молодежь. Тут есть вакансия ведущий специалист по капитальному строительству, которая напрямую связана со своей основной профессией. Хочу выбрать данную профессию и продвигаться по данной траектории. И что предлагает работодатель, и каких условий вам бы хотелось? Хорошую заработную плату, во-первых, хорошие условия, жилье, обеспеченность. А хорошая зарплата – это сколько для вас? В среднем 40-50 тысяч в месяц, как минимум. На сегодняшний день в регионе официально более 26 тысяч безработных. Подобные ярмарки в регионе проходят ежегодно. Минтруд намерен проводить их по всей республике. В основном, если смотреть, технические специальности более востребованы, потому что и в подборе работников мы испытываем определенные трудности, потому что в основном все, как мы знаем, имеют профессию экономист, юрист, а технические работодатели, безработных граждан, которые имеют техническую специальность, имеют определенные навыки, у нас незначительное количество. Обязательным условием при получении любых видов господдержки для ИП в республике – создание новых рабочих мест. В регионе прорабатывается дополнительный пакет мер поддержки занятости населения. Ведется мониторинг рынка труда. Организовывается дополнительное образование для безработных. Программы, направленные на увеличение занятости, улучшают показатели. Официальная безработица в Ингушетии снизилась и достигла 28,8%. Диана Дударова, Магомед Доскиев. Новости 24.